Gele, korkma, gele, kan göre. Opçika, korkma, lan dinlenme daha, gele. Hani gören, ay tuğuleme. Глубоко символично то, что именно сегодня стартует конный пробег под девизом «Дорогой и славой отцов». Конный пробег проложен по тому маршруту, по которому прошли наши... Как всегда в таких случаях, все было торжественно. Цветы, оркестр, напутственные речи. Торжественно и необычно. Лошадей на улицах города помнили, наверное, только аксакалы. Давно такого не было. Да. Красиво стартовал конный пробег Ашхабад, Куня-Ургенч, Ашхабад. Эти 11 были не профессионалы, а просто энтузиасты. Экономист, научный сотрудник, учитель, комсомольский работник. Но мало кто знал, какие трудности стояли перед организаторами пробега. И что многие из них пошли на это с тяжелой душой, и что поддержала пробег фактически только одна организация – Ашхабадский обком комсомола. Но вот город позади, и перед всадниками легли каракумы. Предстояло 1300 километров пути до Куня-Ургенча и обратно. При виде пылающей зноем пустыни у кого-то и шевельнулось, наверное, запоздалое сожаление и мысль, что лошади могут не выдержать. На третий день пути пала первая лошадь. Но дело было начато, и надо было довести его до конца. И теперь уже 10 всадников шли через Каракумы в тревожном ожидании, что ждет их впереди. А ведь их предупреждали, обвиняли в легкомыслии. Им препятствовали весьма авторитетные люди. Я с самого начала был категорически против. Повторяю, это стоячие лошади, не тренированные. Да, лошади были не тренированы. Но ведь ребятам не дали возможности их тренировать. И теперь им оставалось только верить. Верить в голубую кровь ахалтекинцев, которые шли под их седлами, в благородную породу коней пустыни, созданную 3000 лет назад, и которой нет равных по резвости и выносливости.
Их предки носили воинов Александра Македонского. Еще древние хетты совершали на них свои дальние и стремительные походы. Скажем сразу, их вера оправдалась. Павшая лошадь была единственной жертвой похода. Мускулы остальных крепли с каждым днем. Дыхание выравнивалось. И если до Куняургенча конники шли 10 дней, то обратный путь проделали за 7. А как их встречали в селениях? К туркменам вернулась лошадь. 1000 лет этот конь был неотъемлемой частью народа, а потом ушел, исчез. И вот он вернулся снова. Для детей это была сказка, чудо, сон наяву. В них словно проснулась наследственная память народа. И они, никогда в жизни не видевшие живого ахалтекинца, смогли, наконец, заглянуть в его умные глаза. К туркменам вернулась лошадь. Чем ближе был финиш, тем чаще вспоминалась длинная предыстория пробега. Все, что толкнуло ребят на этот поход, все, из чего родилось стремление вернуть коню суть и смысл его жизни. У походного костра люди делились с нами горечью обид. Даже после того, когда Организационный комитет в обкоме партии утвердил список лошадей, утвердил список людей, ответственных за организацию и подготовку этого пробега, лошади практически не были представлены ни по сроку, ни по списку. Когда и с чего это началось? Наверное, с 1935 года. Тогда 30 джигитов совершили беспримерный конный пробег Ашхабад-Москва. 4300 километров. Героев пробега восторженно встречала столица. И каждый из них был награжден орденом Красной Звезды. Тогда в республике были десятки тысяч племенных ахалтекинцев. Прошло более полувека. И как же обстоят дела сейчас? Что касается области племенного ахалтекинского коневодства, то в нашей республике в настоящее время их насчитывается около 1000 голов. Имеется в виду только чистопородных с известным происхождением. И в основном ахалтекинская лошадь разводится в Ашхабадской области и Марийской области. Племенная работа ахалтекинской породы лошадей направлена на улучшение их породных качеств. Идет на сотни. Всего сотни чистопородных лошадей, постоянно находящихся в стойлах, которым нечем кормиться и за которыми некому ухаживать. Их держат в дырявой конюшне, которая каким-то чудом не успела развалиться. Вот я как человек.
русский, да, кузнец, коваль, давно работаем. Как говорится, не терплю такой варварство. Не терплю я. Я не могу, что лошадь бросили совсем, никакого внимания никто не теряет. Но жалко таких лошадей, что изгубили. А здесь когда-то жили конюхи. Поля, где в прошлом росли сочные травы, отобраны соседним колхозом и перепаханы под хлопчатник. На нашей территории сеять хлопок, и нам же сено продает втридорого. И это называется улучшение породных качеств. Отрасль коневодства имеет свою специфику и знание чутье лошади. И несмотря, что мы любители, очень любим лошадь много, но специалист, он специалист. Сейчас сослаться просто сказать, вот что занимаются люди, есть ответственные люди, занимаются, вот, и коневодство это вот ихнее дело. Мы не можем так говорить. И никто из нас, кто себя хоть немного чувствует ответственность, не может так сказать. Во-первых, я должен сказать, что вопрос о бахалтикинской лошади, когда у нас встает в стране, то он вызывает вот такое же беспокойство и интерес со стороны не только специалистов, а и общественности, значит, большой общественности. Каждая ахалтекинская чистопородная лошадь, качественная, сегодня может расцениваться как шедевр, который, вот, ну, вы знаете, в Эрмитаже бывает, там, или в оружейной палате. Да. Этот конь не подходит ни под один стандарт. Порода уникальна. И создана она была здесь, на туркменской земле. И народ сохранил ее до наших дней. Конники утверждают, что ахалтекинец читает и даже предугадывает желания и мысли всадника. Удивительно ли, что туркмен считал коня членом семьи и после смерти погребал как человека? Отсюда, из Туркмении, как величайшую ценность небесных коней, как их называли в старину, вывозили в Египет и Китай, в Грецию и Индию. А что же сегодня? А ведь существует закон, запрещающий забивать ахалтекинцев. К счастью, есть такие люди, как Езберды Аджиев. Аглана, белого элитного жеребца, отправили на бойню. Езберды Ага всеми правдами и неправдами спас его и выходил. Сейчас у коня многочисленное потомство. А в пробеге Ашхабад куня Ургенч Ашхабад Аглан оказался одним из лучших.
Марья Даниловна Черкезова. Всю свою жизнь она посвятила ахалтекинцам. Трудно поверить, но в ее памяти длинная родословная каждой лошади. Каждой. Во время пробега мы встречались с колхозниками, с жителями районов и сел. И многие высказывали мысль, что они готовы были бы заниматься разведением лошадей. Но у нас постановлением и уставом сельхозартели не предусмотрено содержание лошадей в личной собственности. Как же так? Во всем Союзе коня разрешается держать, а туркмен на своем дворе, вырастивший такую лошадь, не имеет на это права. Гильды Керизов, душа и организатор пробега, ученик Марьи Даниловны Черкезовой. Он тоже выкупил с бойни лошадь. В свое время она была вычеркнута из списков племенных кобыл и сдана на мясо. Гильды спас ее. Но Гильды обвиняют в самом страшном человеческом пороке – воровстве. Спас он и этого же ребенка, который мог бы и не родиться. Лошадей я не ворую, воровать никому не позволю. Лошадей, которых сдают на мясо, я стараюсь спасти от смерти, и насколько хватает моих сил, моей просто человеческой совести, моей просто национальной гордости, я не позволю этого делать. Я буду бороться до конца. Как я могу быть безразличен к национальному достоянию моего народа? Что я буду говорить завтра своему сыну, своему внуку? Ведь он завтра с меня спросит: вот ваше поколение, именно вы вот в этом пределе, от моего деда и вот до меня, вот вы потеряли мою лошадь. Вот вы ее довели до такого состояния. Куда вы ее дели?